утро, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас. Вы смотрите программу «Город женщин». Сегодня у нас немножечко необычная программа. А почему, вы узнаете прямо сейчас. Знакомьтесь с моими героями. Итак, первый – это Эрик. Эрик – это белая швейцарская овчарка. Гость номер 2 – это Оскар, английский кокер-спаниель. И гость номер 3 – это Осван, немецкий шпиц. Вы спросите, при чем здесь город женщин и животные? Действительно, это не программа «В мире животных», а сегодня мы будем говорить о хозяйках этих прекрасных питомцев. Ведь это хрупкие женщины, которые приобрели этого питомца не просто так. Они не только ласкаются и нежатся с ним вечерами, они ведут с этими животными активную общественную деятельность. А какую, узнаем сейчас. Давайте же познакомимся с хозяйками этих замечательных питомцев. И первая гостья наша – это Ольга Калачикова-Яковлева. Ольга является у нас общественным деятелем, депутатом районного совета Вилюйского улуса. Также Ольга у нас кандидат мастера спорта по настольному теннису. Она у нас инициатор и организатор чемпионатов Дальневосточного федерального округа по настольному теннису. А также она у нас организует различные мероприятия республиканского уровня. Но обо всем по порядку. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, сегодня у нас интересная тема. Мы говорим сегодня о животных, которые изменили жизнь наших героинь. Вот хотелось бы узнать немножечко сначала про вашу жизнь до появления вот такого замечательного кокер-спаниеля. Чем вы занимались, чем вы увлекались? Ну, я кроме общественной деятельности занималась спортом, многими видами спорта. И в последнее время в основном это настольный теннис. Несколько лет была членом сборной Республики Саха-Якутия по настольному теннису. И 8 лет назад у меня в нашей семье появились 2 очаровательных рыжих щенка, которые внесли свои коррективы в нашу жизнь. Вот так вот. Ну, необходимо отметить, что про вас можно точно сказать умница, красавица, спортсменка, да? Ведь вы помимо этого еще мама, да. Замечательная супруга. И вот, значит, 8 лет назад вы решили приобрести животных. Вот какая была основная цель? Вдруг ни с того ни с сего, причем вы сразу взяли 2. Да. Ну, изначально я приобретала щенка для мамы своей, Евдокии Николаевны Калачиковой. И мы очень тщательно подошли к выбору собаки. Думали, какую породу нам подобрать, какая подойдет. И вот остановили выбор свой на английском кокер-спаниеле. Почему? Потому что эта собака получается небольшая, не маленькая, не совсем декоративная, но она еще и охотничья. И самое главное, это она компаньон, очень хороший друг и компаньон для семьи. Вот. Хорошо. И вот 8 лет назад приобрели собаку и поняли, что просто дома сидеть с ней невозможно. Да. Как вы перешли к общественной деятельности, привлекая вот этого замечательного мальчика? Ну, все началось с того, что, допустим, когда я взяла не только одну собаку для мамы, да, еще и Оскара для себя. Как говорится, кокеров много не бывает. Вот. И после этого, мне Оскара дали с условием, что я буду посещать выставки. Изначально я как-то скептически относилась к выставкам. Действительно. Думаю, люди для собаки, думал, это не нужно, да? Да, зачем? Многие так думают. Приобрели собаку, какие выставки? Это же столько времени, столько усилий. А для чего, да? Но потом в ходе участия на этих выставках, я обещала, поэтому я свое обещание выполнила, сходила на 2 выставки, и меня как спортсменку этот процесс уже затянул. Затянул. Да. И на сегодняшний день, получается, у нас шоколадно-подпалый мальчик Локи. Он чемпион России. Вот так. Да. А Оскар у нас на сегодняшний день, получается, один из самых титулованных собак республики. Он является международным чемпионом, интерчемпионом, чемпионом 5 стран: Казахстана, Молдавии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, России. Да, и не только чемпионом, а гранд-чемпионом еще этих стран, чемпионом Азии. У него очень много титулов. Титулов очень много у Оскара, да? И вот все-таки сейчас, конечно же, это полноценный член вашей большой семьи. Да.
Это прям огромная ваша семья. А как он ладит с детьми? Очень хорошо. Они, в принципе, очень дружелюбные собаки и очень близки к хозяину. Они практически... Ну, Неотрывно, они почти не разговаривают, можно сказать. Интонации у них различные. Вот больше, чем у всех собак, мне кажется. Не знаю, или мне так просто кажется. И потом, в принципе, если я чем-то начинаю заниматься, да, я стараюсь в это занятие не только сама заниматься, а привлекать других и развивать это занятие. Что это настольный теннис, да, что, допустим, вот как собака появилась, да, я раньше вообще не думала, что я буду ходить на охоту. Да вы что? То есть, видите, как обычно человек вовлекает в свои хобби Да. животное, а вас животное вовлекло Да. в новое хобби. И Да. теперь вы охотитесь. Да, мы с мужем вот ездим на охоту, берем Оскара. Раньше я не ездила, но так как я приобрела собаку, подружинную собаку, я решила, что надо ходить, чтобы он как охотник тоже реализовался. И он очень как... У него же полное имя Оскар Хэппи Хантер, что он Хэппи полностью, Хантер. он полностью оправдал свое... Счастливый охотник, да, удачливый да, охотник. Да, и вот, и кроме этого, в 2016 году, прочитав вот, публикации насчет героизма собак во время войны и какой они внесли вклад, мы решили участвовать на Параде Победы. И вот с 2016 года мы участвуем на этом параде, рассказываем о подвигах солдат, о вот подвигах это- собак. Это отдельная тема, да? Да. Вы стали инициатором такого движения. Именно благодаря вам в колоннах на 9 мая появилась колонна с собаками. Да. Это просто уникальное такое зрелище. Я действительно, когда в первый раз увидела, я так про себя стала думать, а всегда ли была эта колонна, да? На самом деле, вот расскажите, с какого года появилась колонна с участием собак? Ну, с 2016 года мы вначале обратились к Евдокии Ивсиковой. Конечно, я переживала, что они скорее могут отказать нам. Что они могут нам отказать. И главное, я переживала за то, как отнесутся к этому ветераны. Ветераны. Ну, слава богу, им очень, наоборот, понравилось. Они хвалили. И во время парада мы не только вот маршируем, да, в колонии, кроме этого мы после парада около площади, ну вот около танка создаем вот круг, и там девушки показывают, ну вот участники показывают показательные выступления. И перед показательными выступлениями мы, конечно, рассказываем о войне и о собаках войны. Вот так вот. То есть это такая очень Патриотическое благое воспитание, дело, да? да, такое очень. А вот подскажите, Ольга, значит, все-таки дома вы, значит, с ним, это домашний питомец, любимый, да? Вы ездите с ним на охоту, это такой уже добытчик, можно сказать, в вашей семье, да? Конечно, и вот общественная деятельность. Помимо участия в колонии с животными на 9 мая, я знаю, что вот именно Оскар является той самой собакой, которой даже преподает, можно сказать. То есть он ведет уроки добра вместе с Ольгой. Вот это движение, как пришло вам на ум и как вы продвигаете его? Нет, это у нас группа есть «Уроки доброты». Я в этой группе состою. И мы посещаем детские дома, школы, ну, лагеря, да, летние лагеря, и рассказываем об ответственном отношении к животным, о том, что мы ответственны за тех, кого приручили, как правильно вести с собакой при встрече с незнакомой собакой. И кроме этого, вот 2 года назад с Мариной Сантаевой мы провели первую ярмарку пристройства бездомных животных, и во время этой ярмарки у нас было пристроено более 50 бездомных животных. Да, многие горожане помнят эту акцию, когда можно было прийти и приобрести себе да, животного, котеночка, либо щенка. И все это контролировалось, и было очень такое милое, забавное, да, даже действие, потому что было очень много детей, взрослых, все подходили и щупали, и это действительно такое прям радостное событие, да. Ну, а вот если взять все-таки Оскара, да, насколько вот он трудолюбивый, ну, у него активная деятельность, не каждый взрослый
взрослый может похвастаться такой деятельностью, как Оскар. Сегодня он на одном мероприятии, завтра на другом, на третьем. Бывает, что устает и вот Нет, отказывается идти? Нет. Вот что странно, да? Я же вначале вот думала, да, зачем эти выставки? Собакам это не нужно. Да. Как ни странно, как только, не знаю, по каким действиям или по взгляду, я не знаю, как он узнает, что собирается какая-то тусня. Ага, значит, это выставка или еще что-то. А если мы собираемся на охоту, то все, они ходят со мной по пятам, смотрят в лицо и просятся на охоту. Вот. Они догадываются. Да, догадывается. У нас вот стоят кубки на столике нашем, да, и это все у нас за достижение нашего Оскара. А вот у него на шее висит сейчас вот медальон. Это что? У него очень много медалей, но... А почему вы одели именно эту сегодня? Все медали не одеть, но эту медаль я как-то выделила в плане того, что это наша первая интернациональная зарубежная выставка. Это первое место в Казахстане он занимал. Ездил в Казахстан, а потом уже были и балканские страны. Это для нас как бы памятно. Памятная. То есть первая медаль сегодня на Оскаре. Вот там, если видели телезрители, такая голубенькая, да? Голубенькая с желтым. Это самая дорогая медаль Оскара. Ну и все-таки возвращаясь к вам, да? Вот собака внесла коррективы в вашу жизнь, да? Да. Вы стали вот прям активно ее привлекать везде. И сама по себе вы такая очень активная женщина, да? Как вы все успеваете? Ну, просто мне самой как-то скучно, когда дом-работа, дом-работа. И поэтому, в принципе, не знаю, но мне скучно, когда я чем-то не занимаюсь или что-то не организовываю. Поэтому... Все, да. откуда черпаете силы? Вот, допустим, мы же говорим, да, мы тратим время, гуляем с собаками, их кормим, ухаживаем и так далее, да, это занимает определенное время. Но это сторицей возвращается нам в виде... Они же у нас такие позитивчики, они с ними релакс. То есть вы отдыхаете именно с собаками и по уходу, вот Да. именно уход с собаками. И восстановление силы. Вот если у меня колени заболели, Оскар знает больное место, садится и начинает или лизать, или прикладывается к этому месту. Вот так Да. вот. И он лечит, и кроме этого еще он как бы снимает стресс. Стрессы снимают. Ага. Ольга, ну сегодня вы пришли с очень вкусными штучками к нам на эфир, потрясающие запахи. Конечно, Кокер, наверное, не сильно воспринимает эти запахи, да? А я прям чувствую эти ароматы. Давайте передадим Кокера нашим уважаемым хозяину, там у вас есть супруг, я пойду отведу его, а вы пока расскажите нашим телезрительницам, с чем вы пришли. Пойдем, мама осталась тут. Так. Опа, хорошо. Ольга, ну, красота неописуемая, запахи потрясающие. Что это? Ага. Ну, вот как раз мы затронули тему дефицита времени. Вот, Ага. у вас его точно нет. И вот частенько бывает так, что надо за короткое время приготовиться к встрече гостей. Я обычно парными блюдами занимаюсь в плане того, чтобы быстрее это приготовиться. Допустим, я начинаю всегда с мясного. Допустим, вот мясо по-французски в упрощенном варианте начинаю. Как только приготовила, в противень положила. Пока у меня мясо по-французски готовится, в это время я начинаю делать десерт. Это Мучное. И вот вместо десерта у нас вот птичье молоко. Вот насчет этого блюда, очень интересно это блюдо в плане простоты. Вот это простота, вы посмотрите, товарищи. Это разве простота? Я сижу и думаю, Это из сколько серии часов? дешево и сердито. И, Что это быстренько? Как Это переделать? татарская горка. Вот на эту татарскую горку потрачено, получается, 2-3 яйца. Всего лишь Ага, 2-3 яйца. 2-3 яйца. Ну, обычно соль не кладут, но я все равно как-то щепотку бросаю. И мука, все. Ну, мука, яйца. То есть это чак-чак тот самый, да? Да, Выложили, главное, помазали шоколадом, посыпали кокосовой стружкой, и красота готова. Вот, да, и все, что есть на холодильнике, допустим. Какие ягоды есть, мы Какая туда умничка. положим. А вот это птичье молоко, Вот посмотрите. это птичье молоко тоже очень быстрого приготовления. Как? Быстренько, Здесь как сделать его? 4 яйца. 4 яйца. Да. Что делаем с Даже ними? не 4 яйца, а здесь мы берем белки.
Ага, 4 белка взбиваем туда, когда получается Взбиваем. пена устойчивая, мы туда, перемешивая, насыпаем сахар. Ага. И в это время у нас еще параллельно на плитке томится желатин. Желатин. Два желатина на 4 столовые ложки Вот так вот. воды. Воды. И потом тоже перемешивая. И он застывает? Да, просто можно в любую форму положить. Ага. Здесь просто вы залили в такую глубокую, перевернули. Салатницу. Салатницу сделали, залили все шоколадом. Посмотрите, все гениально просто. Вот такая у нас Оленька. Оленька успевает все. И заниматься общественной деятельностью, и работать, и с семьей, и готовить вкусняшки. И еще, конечно же, помогать окружающим. И вот своим примером показывать, какая должна быть суперактивная женщина. Спасибо вам большое, Оленька. Мы дальше продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами. Ой, ну я прям зарядилась вот этим позитивом, этой энергией от Ольги. А следующая наша героиня с помощью своей собаки ведет очень благое дело. А какое? Давайте узнаем. Приглашаем в студию Любовь Андреева. Ага. Любовь Андреева у нас педагог-психолог, специалист по канистерапии, это терапия с животными. Также она у нас общественник и представитель девушек-лидеров республики Саха-Якутия. И вместе с ней пришли к нам ее ученики. Это Михаил Аболкин и Николай Никитин. Добрый день уже, наверное, или доброе утро еще для кого-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Любовь Андреева, вы пришли, помимо того, что с вашими учениками, с вашим любимым Осваном. Да. Осван – это немецкий шпиц. Вот как изменил немецкий шпиц вашу жизнь? Так, подождите, мальчики, вопрос не к вам. Любовь, отвечает Любовь у нас. Да. Так, ну что можно сказать? Получается, Осван – это не простая собачка, это собачка-терапевт. Терапевт. Да, мы с Осваном с 2016 года работаем в Республиканской специальной коррекционной школе-интернат канистерапией. Вот что такое канистерапия? Канистерапия – это, получается, терапия с помощью собаки. Как вы знаете, у меня дети особенные дети, поэтому иногда получается так, что им трудно к ним подойти просто так. Да. А с помощью Освана вот именно нам удается очень хорошо с улыбкой, с игровыми элементами, с ними находить общий язык. Мгм. То есть это такой, как проводник между преподавателем, да, и ребенком. Вы располагаете с помощью собаки детей к себе, да? Да, получается так. И плюс мои дети, некоторые дети проживают в интернате годами, и у них нет своих домашних животных. Именно ощущение того, что Осван приходит к ним в школу, играет с ними, общается с ними, это дает ребятишкам домашний уют, которого Домашний. очень не хватает. Действительно, вот когда такое милое, пушистое существо придет к тебе, сразу хочется его потискать и так далее. Тогда вопрос, если вот он работает с детишками, наверное, вот заведете его в класс, и все, и все начинают его туда-сюда, туда-сюда. Как он реагирует на это? Или все-таки он этому обучен, и он привыкший к этому? Получается, Осван специально подобранная собака, не всякая собака, не всякий щеночек, получается, будет, ну, как вам сказать, будет спокойно, да, без раздражения, с улыбкой, отрабатывать именно с детишками. Да, бывает то, что детишек много, и когда дети ко мне приходят с первого раза, то случай бывает, когда они начинают «это мое, я хочу», но это же детишки. Но мы с Осваном учим тому, что Осван он один, и надо делиться. И надо по очереди с ним заниматься, по очереди с ним играть. Вот это все через Освана. Конечно, Осван устает, но это усталость для него приятная усталость. Но он работает. Но он работает, да. Он конкретно работает. Это не просто для красоты собачка, да, как многие заводят шпицов сейчас, это же очень модно, когда вот ты просто ходишь в сумочке с одеждой, а здесь конкретный трудоголик. Ну вот давайте поговорим с мальчиками, которые учатся, и с помощью вот такого замечательного шпица. Мальчики, как давно вы с ним познакомились? Собачка с этой. Миша?
Мы познакомились Ну, я могу сказать, с Осваном. детишки у меня вот это новые детишки. А именно с 2016 года, когда я начала, они у меня уже перешли в 5-6 класс. Вот первые те детишки, первые дети. да, с которыми мы начали заниматься. Хорошо, Миша и Коля, расскажите, пожалуйста, как проходят уроки с Осваном? Что вы делаете с ним? Мы с Осваном делаем, расчесываем. Расчесываете, еще что делаете? Расчесываем. Мы там еще Выполняем. выполняем. Команды? Да, команды. Умеете давать команды ему? Да, Покажем? да. А Коля тебя слушается он? Если я учусь собачку хорошие, самые очень хорошо учились. Школа 35 и школа 13. Школа 13 была в Котеле школе. Потом, например, собачка хорошая самые. Собачки хорошие, да? Тебе нравится, да? Да. Хорошо. Вот, Любовь, все-таки такая терапия с животными, да, это же научно доказанный эффект. Вы проходили обучение, да? И все-таки советуют уважаемые люди именно породу такую, или это можно проводить с различными породами собак? Так, по породе именно советов нету, но тут получается именно специалист должен пройти обучение. Также и собака должна пройти обучение. И специально подобранная собака именно по характеру, чтобы она была с устойчивой нервной системой, чтобы не было никаких внезапных эмоциональных срывов у собачки. Все эти, все это вот получается. Можно даже дворняжку взять и, да, если дворняжка очень добрая, любит детей, заниматься именно со своей хозяйкой, то можно, конечно, не зависит от породы. То есть вы с Осваном вот работаете вместе. Если, допустим, Ольга, у нас первая героиня, у нее было хобби, да, и вот общественная деятельность со своим любимым питомцем, у вас это работа. То есть дома вы с ним, на работе вы с ним. Нет, получается, я дополнительно работаю. Ой, он когда к детишкам хочет, кажется. Да. Все понятно. Получается, я работаю также педагогом-психологом и учителем в ресурсном классе. А Осван у меня канистерапией занимаемся в неделю только один раз. Это как педагог дополнительного образования. Вот так вот. А расскажите немножко про себя. Вот все-таки очень интересная вы такая у нас личность, да? И мы сегодня говорим о хозяйках этих потрясающих животных. А вы у нас замечательная мама, да? Расскажите. Так, я мама 2 детишек, да. Мою дочку зовут Сахая, сына Айтал. Муж у меня тоже педагог, учитель физкультуры. Я очень благодарна своему мужу, то, что он всегда поддерживает, потому что все это, конечно, надо обучаться. И не в Якутске, выезжать месяцами. Также хотела бы поблагодарить моего первого директора, Старостину Марию Гавриловну, которая поддержала меня, то, что нашим детишкам очень нужна именно вот такая вот терапия с помощью собачек. Так. Вот, и вы ведете активную общественную деятельность. Вот мы сейчас на фотографиях видим, как ваш питомец активно участвует в различных мероприятиях, да? Вот вы все-таки считаете, что животное надо приобретать для себя любимой, или все-таки он должен быть вот общественником? Дело в том, что животное, скорее всего, надо приобретать именно по зову души. Это все произошло не просто так. Я сама очень с детства любила собачек. Но дело в том, что мне родители не разрешали иметь домашних животных. Когда я выросла, именно после рабочего дня я приходила уставшей, так как у меня дети тоже такие энергичные, им надо отдавать всю себя, не половину себя. Так, приходила домой, и у меня был первый мой питомец Эльхар. Именно играя с ним, занимаясь с ним, как сказала Ольга, я брала энергию. Как-то мне становилось лучше, и я потом подумала, а почему бы моим детишкам тоже не заниматься вот именно собачками, да, тоже, чтобы... Так, ну что, товарищи, пройдемте со мной вот сюда в центр. Уважаемый Николай и Михаил, проходите. Вот хочется посмотреть. Так, ты как-то пошел сам по себе, ты забыл, что у тебя собака есть, да? Так, иди сюда, дорогой мой, вставайте вот сюда. Покажите, что вы научились делать на уроках канистерапии. Так, что вы будете делать? Рассказывайте.
Мы будем... Так, подожди, микрофон, подожди. Так, ты ему подержи вот так вот, он говорит. А, ты себе взял, хорошо, ладно. Давайте сперва от команд ко мне, да? И так, Ой. я придерживаю Освана. Давай, мальчики, готовимся. Коля, помоги. Коля, помоги, Держи. подержи. Кап. Оп, Сидеть. Не проси сидеть. Сидеть. о, Лежать. Осван. Покажи. Вкусняшку покажи. ой, все, надо ему награду, наверное, дать, да? Так, Да. ну хорошо, 2 команды твоих он выполнил, да? Миша у нас, кстати говоря, новичок в этом деле, да? Да. Он только недавно стал заниматься, да? Этим замечательным дополнительным образованием, да? Так, а что умеет у нас делать Коля? Коля. Если собака кушает, что шоколад, конфеты, если кто пойдет, кто идет на команду, если кто кушает, вот С позвонит, ручки вот. надо давать, да. А, с ручки надо давать. Ну давай, покажи нам, как нужно давать с ручки. Это ты научился этому на уроках канцтерапии. Так, ну давай. Осван. Осван просто кушает у нас, да? Все. Хорошо, хорошо, ребят. Напоминаем, что у нас были ученики 3 и 2 класса. Это Михаил и Николай. Садитесь обратно. Спасибо, мальчишки. Все-таки Осван. давайте. Так, Осван. куда пошел ты, дорогой мой? Ну, мальчики справятся с ним. Осван. А где он? А где он? Вот он. Так, иди ко мне тогда, ладно, иди, посиди со мной. Ты такой. Любовь, расскажите, пожалуйста, все-таки планируете ли вы дальше продвигать это движение и, допустим, нескольких собак взять, и чтобы они вот так помогали ребятам, которые нуждаются в этом? Можно сказать то, что все мы именно собачники, да, вот та же Ольга, тот же ездовой спорт, те же подруженники, мы все очень тесно общаемся с друг с другом, те же уроки доброты, они приходят к нам в школу, новогодние утренники, вот ездовой спорт проводили для наших детишек, когда приходят с собачками, катают детишек моих на санках, так же, как утренник, подарками одаривает. Вот. То, что мы все вместе, это дает то, что не обязательно иметь несколько собак, а обязательно иметь побольше друзей. Друзей. Да, которые будут помогать, если надо тебе. Если надо. Напоминаем, что ребята у нас из специализированной школы, да, мальчишки. И действительно, для них вот такое чудо на уроках, это, наверное, просто отрада, да? Так, а у нас все, вот Николай все смотрит в кадр, он уже и весь поправился, и спинку поправил, звезда экрана. Коля, скажи, пожалуйста, любишь собаку эту? Как любишь эту собаку? Да. Собака смотрит и кушает, кто подойдет, Поэтому ее и любишь, да? Да. Кушает она, подходит к тебе и все. Да. Спасибо большое. Мы прерываемся на рекламную паузу, а позже вернемся в нашу студию. Обязательно. Ау. Что не нашли? Дорогие друзья, я тут отошла немножечко попробовать шоколада, ведь город женщин невозможно представить без сладкого. Вокруг шоколада существует очень много мифов. Некоторые из них мы даже смогли развеять. Внимание на экран.
Шоколад – это любимое лакомство, которое у нас ассоциируется с детством. В любом возрасте мы рады получать сладкие подарки и с удовольствием пробуем новые вкусы. Я думаю, что сегодня очень сложно найти человека, который бы не любил бы шоколад. Поэтому предлагаю о нем узнать чуть больше. Сначала разберемся, какими же полезными свойствами он обладает. Нам почему-то кажется, что все вкусное вредно, но это точно не относится к настоящему шоколаду, потому что ученые давно доказали его положительное влияние на наш организм. Шоколад увеличивает стрессоустойчивость и поднимает трудоспособность. Поэтому не зря студентам и школьникам перед экзаменами советуют съесть кусочек шоколада. Он действительно может помочь. Если впереди активный день и вам нужно многое успеть, то старайтесь выбирать темный шоколад, ведь именно так вы получите больше энергии. И в отличие от различных энергетических напитков, шоколад не приводит к резкому и катастрофическому упадку сил через несколько часов. Также существует целая шоколадная диета. Но не радуйтесь, ведь шоколад нельзя употреблять в неограниченном количестве. Поэтому везде нужно всегда знать меру. Кусочек другой не помешает, но не увлекайтесь. Кстати, сравнив действие запахов различной еды, ученые пришли к выводу, что только флюиды шоколада обладают успокаивающим эффектом. Так что чем чаще вы слышите его аромат, тем спокойнее и расслабленнее вы становитесь. Японские ученые установили, что, оказывается, шоколад является менее вредным для здоровья зубов, чем другие сладкие продукты. Это объясняется тем, что антибактериальные свойства какао-бобов компенсируют наличие сахара. Сейчас в мире существует несколько элитных шоколадных марок. Благодаря им производство шоколада возведено почти до уровня искусства. Ценится лакомство, сделанное вручную и из натуральных ингредиентов. Вот что по-настоящему вкусно. Например, для производства шоколадных масс Конфаэль использует только тщательно отобранные какао-бобы определенных сортов с чистым благородным вкусом и ярко выраженным ароматом шоколада. Существует целый этикет по поеданию этих вкусностей. Конфету сначала берут в руки, затем смотрят на обертку, аккуратненько ее разворачивают, затем кладут на блюдце, и уже потом можно приступать. Главное, фантик ни в коем случае не комкайте, а просто сложите его рядышком. А если же конфеты в коробке, то, открыв крышку, необходимо подложить ее вниз. Главное, рисунком вверх. И расположить ее по диагонали, чтобы рисунок было видно. Дарите друг другу сладкие моменты и не бойтесь позволять себе вкусное удовольствие. Ведь мы уже выяснили, что шоколад в умеренных количествах очень даже полезен. Спасибо огромное Рите за такой сладкий сюжет. Ну а мы продолжаем наш эфир. И в студию приглашаем Анну Кобякову. Анна у нас является пенсионером МВД, бывшим командиром кинологического отделения. И сегодня Анна расскажет нам о том, как все-таки собака повлияла на ее жизнь. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Анна, ну вы в прошлом работали в органах, да? И были командиром кинологического отделения. Вот только посмотрите на это, да? Хрупкая, такая утонченная девушка, совсем молодая и командир кинологического отделения. Вот как вы выбрали эту профессию и почему именно кинолог? Ну, хочу начать с того, что я воспитывалась у бабушки, да, получается. Бабушка у меня мать-героиня, ветеран тыла. И она такая жесткая. Жесткая была. Да. И учила, ну, как бы, стоять всегда в каждой ситуации, ну, встречать каждую ситуацию нормально, да. Не депрессировать, нету, поэтому я после окончания школы сразу поступила, можно сказать, в органах внутренних дел. И когда узнала, что есть должность кинолога, милиционера, да, я сразу... Милиционер. Да, или милиционер-кинолог, я уже забыла. И я сразу согласилась, и они меня направили в Уфимскую школу для подготовки кинологов-милиционеров.
Ну вот там где-то я полгода отучилась, приехала и меня повысили. Повысили. И сколько лет вы проработали именно в кинологическом отделении? Именно в кинологическом где-то 7-8 лет. 7-8 лет. И вот насколько сложна эта работа? Или все-таки она прекрасна? Вот честно скажите, все-таки вы уже на пенсии, да? Вы можете дать реальную оценку вот этой работе. Но работа, можно сказать, не очень сложная. Главное любить свою работу, любить свою собаку. Это самое такое большое требование. Если не любишь собаку, там уже делать нечего на этой службе, да. Обязательно Ну, и любить. выбор вашего домашнего питомца, конечно же, сам за себя говорит. У вас овчарка немецкая. Да, у меня немецкая овчарка была, первая собака, да. И по окончании службы я оставила ее, ну, как бы мы с собой не берем, кинологи, да, она осталась дальше служить. И вот я приобрела щенка, получается, новую в прошлом году. И меня добавили в группу немчатников. И там есть у нас очень хорошая девушка Мария, и она меня познакомила с ездовым спортом. То есть вот так вот, да? У вас собака была вначале как партнер, да, по Да, работе? служебная. То есть служебная собака была. И вот вы с ней расстались, оставили ее там дальше служить, да? Да. То есть вам не положено их забирать с собой? Но если по возрасту собака подходит уже к пенсии, да, у них тоже есть пенсия, ну, периоды такие, поэтому некоторые берут с собой, некоторые оставляют. Ну, у вас осталось. И вы взяли маленького да. щенка, и теперь решили с ним не просто сидеть дома, да, выгуливать ее и сидеть дома. Вы решили заняться спортом вместе с Да, собакой. ездовым спортом. Вот она меня познакомила с Федерацией ездового спорта. И там отличные парни, которые научили ездить на нарты, стоять. И вот, собственно, тренируемся, да. Тренируетесь. Сейчас вы... Тренируемся, и они проводят конкурсы, разные дистанции, там детские дистанции есть и для взрослых. И можно с одной собакой, можно с двойка, тройка, четверка. Ну, у кого опыта есть, там уже шестерка идет. Но я участвовала только на однерке, на двойке. То есть вы увлеченно стали заниматься именно Да. ездовым спортом. Вот для чего вам, человеку, который всю жизнь, да, вот отдал такой сложной работе, работали прям не с одной собакой, наверное, а там у вас их много, и опять собаки, да? Вот что вам дает вот это занятие ездовым спортом? Для вас, как для девушки, что? Ну, это, во-первых, общение с собаками. Там разные породы есть ездовые, да, кроме немецкой овчарки есть хаски, маламуты. Они такие большие, хорошие, общаемся. Кругозор уже другой, да. Мы только не... Якутск, это вот компания, да, ездовых этих. А по всей России, получается, Нерюнгри, Санкт-Петербург, там, Новосибирск, ну, Это все. у вас очень много, наверное, друзей появилось, да, Да, с помощью... друзей появилось. Единомышленников. Вот у вас, я просто сижу на вас, смотрю, помимо того, что вы такая красивая и утонченная, у вас очень красивое ожерелье. Посмотрите, дорогие телезрители, какое красивое ожерелье у нашей Анны. Можно даже взять крупным планом, я думаю. Что это? И мне кажется, почему-то это сделано вашими руками. Я вот прям смотрю и думаю, это в любом случае, наверное, ваше изделие. Да, помимо того, что я езжу на собаках, да, тренируюсь там, я вяжу и вышиваю. Это я сама связала. Это кид-махер на шелке. Итальянская пряжа, получается, крючком связанная. О, смотрите, какая воздушная, какая интересная штука. Ага, это просто кид-махер, получается. А это с шелком. И вот здесь ваши работы, посмотрите, она прекрасно вышивает, да, из бисера здесь, да? Очень красиво, да? Это ваше такое хобби. Да. То есть, вот, посмотрите, человек ушел на пенсию и стал заниматься такими, да, декоративно-прикладными искусствами, да. Помимо этого, дорогие друзья, хотелось бы сказать, что вот Анна, ну вот такую красоту делает, да, очень красиво, да. Нужно заниматься, развивать себя, да. И помимо этого вы сейчас у нас студентка. Да, я поступила в медколледж в прошлом году. Первый курс окончила, сейчас на второй перешла. Да вы что? То есть, смотрите, пенсионер, студент, это звучит странно, да? Девушка отработала в органах, ушла на пенсию и пошла учиться на медицинский. Хотите стать кем?
Ну, технологом и стилистом, да, получается. Я открыла свое дело, уходя в пенсию, да, когда вышла на пенсию, я открыла свое дело, косметологический кабинет в салоне Like Me. То есть вы теперь косметолог? Да. Ой, а можно тогда нам пару секретов? Пару секретов. Расскажите мне, пожалуйста, секреты. Вот сейчас мороз, вот сегодня утром даже, вот пока меня готовили к эфиру, все очень обветренно, сухо. Вы как косметолог совет можете дать быстренько нам такой лайфхак от Анны? В зимнее время, да, когда ветер, снег, спады температуры, надо увлажнять свою кожу. Кожа, которая сушится, да, шелушится. И полностью поменять свою косметику, да, с летней перейти на зимнюю. Получается, если у тебя жирная кожа, перейти на крема комбинированные. Да? А если нормальная кожа, то уже для сухой кожи перейти. То есть нужно менять? Да, менять. А у меня круглый год один и тот же крем. Потому что менять, очищение обязательно, тонизирование обязательно и, конечно, увлажняющий крем дневной и вечерний. Чтобы крем обязательно содержал глицерин, сорбит, да? И пленкообразную брать, потому что от ветра защищает как бы. И самый маленький такой секрет, перед выходом на улицу не надо мазаться кремом. Не надо мазаться кремом перед выходом? Да, лучше за 1,5 часа где-то так. Вот так вот, а я прям перед выходом, как тебе намажу. Оказывается, надо заранее, да? Анна, ну спасибо большое. Конечно, вы сегодня у нас такой пример для подражания, да? Человек, который увлеченно занимался одним делом, резко поменял на другое дело. И, конечно же, ваша замечательная собака, ваша овчарка привлекла вас к такому хобби, как ездовой спорт. Это замечательно. К сожалению, мы сегодня не увидели вашего питомца, но я думаю, на фотографиях сегодня все зрители увлеченно посмотрели эти фотографии. Да? Спасибо вам большое, Анна. Мы не прощаемся с вами. Конечно, будем рады вас видеть вновь. Ну и на этом наш эфир не заканчивается. Мы продолжим сразу после рекламной паузы. Оставайтесь с нами. И снова здравствуйте, знакомьтесь с моей героиней. Это Виктория Сивцева. Виктория Сивцева является преподавателем-инструктором ПДД. Но сегодня она у нас в городе женщин в качестве владельца питомника швейцарских овчарок «Легенда Якутии», а также хендлер. Вот здесь вопрос. Сразу переходим. Владелец-то понятно, инструктор понятно. Что такое хендлер? Хендлер – это человек, который выставляет собаку на выставках. Этому нужно учиться, потому что не каждый человек сможет красиво, грамотно показать собаку. На выставках оценивается экстерьер, поэтому нужно преподнести собаку с выигрышной стороны, скрыть ее недостатки и показать достоинства. То есть вот чем вы занимаетесь, да? Помимо того, что вы работаете преподавателем-инструктором ПДД, да? Да. Очень интересно. Виктория, сегодня мы говорим о том, как собаки изменили жизнь наших героинь. И как сегодня они живут с ними и чем занимаются они. Вот что бы вы рассказали о своем таком потрясающем Эрике? Эрик у меня приехал из Киева, ему уже 9 лет. Старичок, да, так относительно? Да, по собачьим меркам он уже ветеран. Да, мы с ним катались по выставкам, ездили в Москву, выставлялись, здесь выставлялись. Помимо выставок он еще закончил школу дрессировки, он получил диплом по общему курсу дрессировки на высшую степень. Мы с ним занимаемся активной общественной деятельностью, мы выступаем на показательных выступлениях, участвуем в параде Победы вместе с остальными участниками. Вот. Ну, то есть он у вас такой тоже очень активный товарищ. И вот скажите, пожалуйста, у вас ведь он не один? Да, у меня 3 собаки, у меня питомник. Да, помимо Эрика у меня еще 2 девочки. Одна из них в положении на данный момент. То есть и все они у вас белые швейцарские овчарки? Да, белые швейцарские. А почему выбрали именно эту породу? Я с детства очень хотела собаку, как любой, наверное, ребенок. Я хотела собаку, которая именно всегда будет рядом со мной, которая будет моей тенью. И белая овчарка – это как раз-таки… Белая тень. Белая тень, да. Они постоянно следуют за мной. Они очень удобны в быту. Я могу взять их абсолютно
везде на прогулки, в походы, в гости, в поездках они тоже очень удобные. Благодаря собакам я стала ездить в разные города. Мы с ними посетили Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Улан-Удэ, Челябинск. То есть вы с помощью собак путешествуете, так сказать, да? Можно так и Благодаря сказать, тому, что да. они принимают участие у вас в различных выставках, вы вот путешествуете, Да, да, по всей да. России, да? Вот, ну, хотелось бы отметить, что собаки-то не маленькие размером, да? И у вас их 3. Как вы, такая маленькая, хрупкая, с ними, допустим, выходите на прогулку? Их 3 и... Конечно же, нужно учить собак правильно себя вести. Как только щенок появляется в доме, пока он маленький, пока ему все интересно, мы прививаем ему воспитание, определенные нормы поведения, которые будут необходимы в будущем. Как только щенок появляется, да, мы сразу идем на курсы послушания, обучаем собаку командам, учим контакту с владельцем, учим его выполнять все наши требования и пожелания. То есть вы такой пропагандист того, что, приобретая животное, нельзя просто его оставить дома, да, и любоваться им. Конечно, ни Нужно в его коем случае. воспитывать, нужно ответственно подходить к Обязательно. этому. Обязательно, потому что приобретение собаки – это всегда ответственный шаг. Собакой нужно заниматься, для этого нужно время. Поэтому просто так взять собаку наобум, закрыть ее в 4 стенах, так нельзя, это неправильно. Собака тоже животное, это социальное животное, ему нужно общение. Такое редко бывает, когда собаку берут, и она просто сама по себе, имея спокойный нрав, ведет себя нормально, адекватно. Поэтому с любой собакой нужно заниматься, начиная от маленьких чихуахуа, шпицов и заканчивая овчарками. Вот вы все-таки открыли свой питомник, да? Сколько примерно собак насчитывает ваш питомник сегодня? Ну, моих личных собак 3. Вообще мой питомник основывается на сотрудничестве, то есть у нас практикуется совладение, когда совладельческие собаки рожают щенят под моей приставкой, под мой питомник. Вот. То есть у вас такая... Ну, я хочу, знаете, что попробовать. Вот вы все-таки говорите о том, что вы умеете, ну, наверное, многое с ним, раз вы участники различных конкурсов и соревнований. И вы прям уверена, я вот смотрю, глядя на нашу Викторию, что она может дрессировать, как, я не знаю, как опытный дрессировщик самый, да? Давайте попробуем вот вместе с Эриком команды. Вот как выполняет команда? Или вообще меня вот не учат? Расскажите мне, пожалуйста, как можно это сделать? Вообще у нас собака слушает голосовые команды и команды жестами. У каждой команды есть свой определенный жест. То есть если мы хотим заставить собаку лечь, мы вытягиваем руку перед собой и опускаем ее вниз и одновременно говорим команду «лежать». Собачка у нас ложится. Эрик? Он очень вальяжно лег. У нас... Так, а если это сделаю я, он слушает только хозяина или всех? Он может слушать абсолютно всех. Давайте Да, попробуем. вы можете как попробовать. встать? Вы можете дать ему команду сидеть, поднимите руку вверх перед ним. Да, перед ним. да, Эрик, перед Эрик. ним. Что делать? Поднимите руку вверх и скажите «сидеть». Сидеть. Не хочет меня. Сидеть. Эрик, Попробуйте сидеть. со вкусняшкой. Вот вкусняшку Ну ему давай. в носик Ну-ка. и руку вверх. Сидеть. О, сразу Волшебная дошло, вкусняшка. да? Да. Хорошо. Ой, мамочки! Лакомство нужно давать собачке на раскрытой ладошке. Нет, я лучше больше пробовать не буду, спасибо. А вот эти команды, вот вы обучаете, да, этому всех Да. собаководов, да, командам. Вот через какое время собака вообще должна понимать это? Или бывают такие, которые долго до них доходят, и они годами не могут? Конечно, у всех собак очень разный уровень восприятия. Все зависит именно от владельца. Сколько времени он будет уделять животному, насколько он понятливо будет объяснять собаке на ее же языке, как сделать команду. Очень интересно. Вот, а дальнейшие ваши планы, вот именно в работе со своими собаками, вот что бы вы хотели добиться с помощью ваших собак? Очень интересно. Вы такая целеустремленная, такая очень активная девушка, и, может быть, у вас какая-то мечта есть с вашими питомцами? Мы пропагандируем ответственное отношение к собакам, поэтому и моя мечта, наверное, чтобы большинство людей, которые владеют собаками, пошли на курсы, обучились этому, чтобы им было спокойнее и комфортно жить рядом с собакой. Потому что очень часто бывают случаи, когда собаку берут и не занимаются, и она начинает крушить дом, она становится неуправляемой, и людям просто некомфортно жить с такой собакой. Конечно же, лучше посетить курсы и сделать из собаки комфортного друга. То есть учиться нужно, всему нужно учиться, правильно? Обязательно. И можно с этими животными жить в тандеме и жить совершенно спокойно. Главное этому обучиться, правильно? Да.
И на это есть опытные люди. Конечно. Хорошо. А вот подскажите все-таки, Виктория, бывают же такие случаи, когда ну, с собаками не находишь общий язык, там, допустим, появляются дети, да, и так далее. Здесь как быть? Вот у вас, допустим, в будущем будет семья, и как вот, или муж, допустим, появился, который не любит собак. Вот здесь что делать? Что бы вы сделали? Ну, нужно найти общие точки соприкосновения в любом случае. Нужно найти компромиссы, уступать и так далее. Но самое главное, если собачка у вас привыкшая к общению, если она привыкшая к людям, то она будет беспрекословно принимать любых людей в свою стаю. Ага, свою стаю. Да, в свою стаю. Вот он сейчас лежит, он устал, да? Да, он устал, ему жарко, он сегодня с утра, мы ему не дали спать. То есть еще и такое бывает, да? Тут нам не дают спать, да? А есть еще такое понятие, ему не дали спать. Действительно, Эрик, простите, пожалуйста, что позвали вас в город женщин. Хорошо. Виктория, вот сегодня у нас были удивительные гости, вы с многими из ними знакомы, да? У нас есть Ольга, которая потрясающая, да, ведет активную общественную жизнь со своим кокер-спаниелем, да? У нас есть девушка со шпицом, которая помогает ребятишкам, нуждающимся в этом, да, в коррекционной школе. Также у нас была девушка, которая всю жизнь проработала там большую часть своей жизни с кинологом, да, и вы у нас владелец питомника. Вот как вы считаете, что объединяет всех женщин, у которых вот есть собаки, но которые вот именно занимаются ими, живут ими, с ними, работают и вот созидают? Что вас всех объединяет? Это какая-то, скорее всего, доброта, неимоверная любовь к животным и желание донести до людей, что животные это не просто вот существа, которые бегают, это наши друзья, они важная составляющая нашей жизни. С ними весело, с ними интересно, они побуждают нас к новым свершениям, к активной жизни. И вы яркий тому пример, да? Да. Вот даже мы сегодня выучили новое слово «хендлер». То есть хендлер – это человек, который ездит с собаками, занимается выставками. Да. Вот. А у нас вообще есть сообщество хендлеров в Якутии? Насколько это распространено? Конечно, у нас в Якутске есть хендлеры, их немало. Мы постоянно проходим повышение квалификации, мы приглашаем сюда специалистов, они ведут курсы, и мы всегда что-то узнаем новое. То есть вы тоже всему учитесь? Конечно, конечно. Вот так. Всегда каждый человек что-то свое преподносит, интересное, новое, новые фишки, новые знания. Поэтому учиться, учиться и только учиться. А можно ли вступить в ваши ряды? Вот, допустим, заведу я собачку, да, ну, не таких размеров примерно, как ваши, конечно, и не троих, как у вас, но одну. И вот захочу тоже быть хендлером. А можно ли как-то этому обучиться в рамках Якутска или обязательно нужно выезжать за пределы нашей Конечно, страны? в Якутске мы можем обучить простого владельца, как правильно выставлять собаку. Я даже приветствую то, что владельцы сами хотят участвовать со своими собаками на выставках, хотят сами их показывать, выходить с ними в ринг. Я всегда этому очень рада и всегда учу людей, как это правильно делать. Да. А вот вы участвуете на 9 мая тоже в параде, да, мы видели фотографии ваши. А для вас вот эта акция, она чисто вот показательная, да, что вы выходите, или все-таки у вас как-то душа задета? Ну, конечно, все вот такие мероприятия, они очень сплачивают людей. Это сплоченность, это какое-то... Мы вместе все это делаем, мы репетируем вместе, мы уже, как, наверное, большая семья. То есть это очень здорово. На 9 мая – это большая семья? Да. И вы там с 3 собачками сразу идете? Нет, мы идем у каждого одна собачка, но я своих собачек доверяю людям, у которых нет собак, даже так можно? да, и которые хотят участвовать в параде. Пожалуйста. То есть в параде можно участвовать без наличия собаки? Да, мы выделяем вам собачку, конечно. Да вы что? Да. И вот так можно гордо пройти по центральным улицам нашей столицы? Конечно. Ну что, спасибо большое, Виктория, что посетили наш эфир. Конечно, мы желаем вам, ну вот, наверное, добра, мне кажется, да? Может быть, вы хотите обратиться к нашим телезрителям и к собаководам, призвать их? Вы такая очень энергичная, позитивная дама. Вот их камера перед вами. Да, я хочу обратиться ко всем телезрителям. Хочу сказать, что
Заводя собачку, вы заводите не просто животное в дом, это ваш друг, это ваш спутник по жизни, ваш компаньон. Поэтому, чтобы вам было комфортнее с ним жить, не стесняйтесь, идите на курсы по дрессировке. Дрессировщик научит вас, как правильно обращаться с собакой, найдет с ним общий язык, и вам будет очень комфортно жить с таким питомцем. Спасибо большое. Ну что, от себя я бы хотела пожелать вам, дорогие телезрители, о том, что все-таки мы хотели сегодня нашим эфиром показать не просто то, что есть у нас девушки, которые имеют собак, а мы хотели бы, чтобы вы своего питомца все-таки привлекали к общественной деятельности. Они это могут. На это я прощаюсь с вами. До новых встреч.